у нас мы будем проходить средства индивидуальной защиты, СИЗ, ну, сокращенно, да, наверное, слышали, да? И следующее... Обучение начинается с основ, а главное из них в работе со столярными инструментами и техникой – это безопасность. Ученики тщательно записывают правила, задают вопросы и внимательно слушают наставления, которые они применят на практике. Поскольку у меня охранная организация, мы еще проводим занятия по безопасности. В частности, сегодня, допустим, будет курс по поводу строительной безопасности. Ребята приходят сюда, в столярную мастерскую, несколько раз в неделю. Они пилят, шлифуют и работают на станках, создавая самую простую мебель. Это и полки, скамейки, а также некоторые элементы другой мебели. Тимофей Егоров – один из учеников мастерской. Вне ее с социальными специалистами он учится общению, готовке и другим работам. Он усердно трудится, и это приносит свои плоды. Я отполировал вот эти штуки для стульев. Да. Сделал я. Вот это для стульев предназначено, чтобы стул не сломался. Вот эта штука держит нагрузку человека. Сама мастерская действует уже чуть больше года. Каждый из ее учеников занят своим делом, но главное – их взаимодействие друг с другом в рабочей обстановке. Людям надо усложнять задания, получать какие-то навыки, которые могут пригодиться в жизни. Собственно, столярная мастерская поэтому и была выбрана. Ну и в том, что помимо непосредственных каких-то профессиональных навыков могут вынести еще какие-то умения, которые можно в жизни использовать. Потому что таких ребят много, на всех социальных работников не хватит. Работа не ограничивается одной мастерской. Обучение людей с ОВЗ проходит совместно со специалистами Республиканского центра социального обслуживания. Там их обучают как бытовым умениям, так и социальным. И для этого, например, мы организуем дебаты, да, для наших получателей. И они там уже учатся правильно разговаривать друг с другом, да, учим спорить на различные такие простые темы. Да. И третья задача – это уже общение уже с внешней средой. Они ходят в музеи, в кинотеатры, да, вместе, да. Для людей с ОВЗ и инвалидностью, окончивших обучение в колледжах и вузах, существует проблема с последующим трудоустройством. И чтобы помочь им, реализуются такие инициативы, как данная мастерская. Полученные навыки помогут им не только в жизни, но и в трудоустройстве. Тимур Калмогоров, Виктор Дьячковский, Якутск.